Яркие разноцветные брызги красок, цветные пятна растворяются и появляется цветочек с зеленым, голубым, розовым и оранжевыми лепестками. Этот цветок – символ 2022 года, объявленным годом детей. Карагандинский областной музей изобразительного искусства представляет проект с тифлокомментариями. Опять брызги красок, радужный цветок, воздушные шары и смеющиеся волшебные асики перебегают экран. Это переходная заставка от кадра к кадру. Теперь поверхность стола, на котором лежат краски, карандаши, кисточка и детский рисунок с изображением цветочка и человечка с шариком в руке. Вдруг прилетает белый лист бумаги. Катится простой карандаш. Он непростой и волшебный, встает и начинает быстро черкать по бумаге. Карандашные линии превращаются в черное пятно. И, о чудо! Это уже не пятно, а нарисованный казахский мальчик с барашками и радио в руках. На голове его шапка малахай. Мальчик оживает, весело смеется и убегает. Лист переворачивается, карандаш опять быстро и весело черкает линии. И появляется девочка в платье с оборками и жилетке на белой яблоках лошадки. В руках у нее тоже радио, на голове тюбетейка с перьями. Оживший мальчик с барашками и девочка на лошадке возвращаются и играют, скачут друг другу навстречу по бумажному листу. Все переливается волшебным сиянием. В итоге они занимают свое положенное место на листе, замирают и становятся нарисованными персонажами. Между ними возникает надпись названия проекта «Детские забавы». Автор Айгуль Амарова. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Выпуск номер 5. Дворовый хоккей. Художник Бортников Алексей Ильич. Заслуженный деятель искусств Казахстана. Живописное полотно было написано в 1975 году. На экране рука художника кистью с масляной краской серого цвета проводит по холсту. Такими мазками написан лед дворового катка на этой картине. В зимний день мальчишки на коньках и с клюшками в руках гоняют шайбу по льду на катке. У ребят закончились занятия, и они играют во дворе. О том, что они только что отучились, красноречиво говорят их школьные портфели, ставшие хоккейными воротами. К портфелям присоединились пальто, шапки и даже книги. Юные хоккеисты, разгорячившись от захватывающей игры, поснимали с себя верхнюю одежду, оставшись только в свитерах и спортивных полуверхах. Их одежда контрастно выделяется на фоне снега и льда яркими красками. Некоторые из ребят основательно подготовились к хоккею, пусть даже и дворовому, одев спортивные костюмы. Пара ребят еще в пальто. Наверное, они только подключились к игре. У всех на руках краги, специальные хоккейные перчатки. Среди хоккеистов есть ребята постарше. Они выше ростом, крупнее телосложением. А есть и помладше. Но всех их объединяет любовь к спортивной игре хоккея. В центре картины размещен главный момент хоккейной игры. У ворот сгрудились игроки. Идет жаркая схватка за шайбу. Должно быть, сейчас будет гол. Все вращается вокруг маленькой черной точки – шайбы. Почти все клюшки развернуты к ней. Нужен только один решающий удар. Скорее всего, его нанесет центральный игрок в синем трико и желтом верхе.
Юный хоккеист весь в напряжении. Он подобрался, спина согнута, голова без шапки, светлые волосы взъерошены, лицо в полоборота. Художник через этого мальчика показал всю кульминацию игры, и обращенный взгляд к шайбе юного игрока находится прямо в центре композиции картины. Вот-вот клюшка ударит, и шайба полетит в ворота. Но рядом мальчик в синем спортивном свитере протягивает клюшку, чтобы отбить удар по шайбе у соперника. Все передано художником настолько живо и динамично, что кажется, будто мы слышим звук лезвий катков, рассекающих лед, и стук клюшек по льду. А на льду играют легкие, нечеткие отражения хоккеистов. И эхом разносятся по двору детские крики. За катком слева к ребятам спешит запоздавший игрок. Но он уже на коньках и с клюшкой в руке, поднятой вверх. Игрок одет в теплое синее трико, красный свитер, а на голове нахлобучена зимняя шапка. За ним виднеются два здания. Одно из них, скорее всего, школа. К школе спешат дети на учебу во вторую смену. Девочку в красной куртке с капюшоном ведет мама за руку. На маме тоже красная шапка, и она несет в руках желтый портфель. Дальше еще несколько ребят торопятся в школу. Они находятся далеко от катка, и художник лишь намечает их силуэты, выделяя яркими, небольшими пятнами на белом снегу. На заднем плане картины вдали виднеются снежные горные вершины. Такие горы, конечно же, только на юге Казахстана, в городе Алма-Аты. Хребты высоких гор выглядят величественно. Они покрыты снегом и отливают в тени синевой, поднимаясь грядой острыми пиками. В середине возвышается самый высокий пик. Его вершина скрыта, не вмещаясь в прямоугольный формат картины, вытянутый по горизонтали. Этот формат еще больше дает понимание величия этих горных вершин. Художник картины Алексей Ильич Бортников сам алматинец и, конечно же, писал горы с натуры. Снег, лежащий на возвышающихся горах, художник также подчеркнул розовыми отблесками. Возможно, это нежное розовое свечение от невидимых лучей уходящего солнца, ведь зимой такие короткие дни. И мальчишки на катке успевают насладиться коротким, но ярким морозным днем, играя во дворе в хоккей. Видеомонтаж, анимация, а также текст подготовила и читала Айгуль Амарова. Использованы фотографии эскизов детских казахских глиняных игрушек художника Роберта Граббе. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Конец. Детские забавы не прощаются с вами. До новых встреч!